Как сложно быть гением, способен понять только гений. С вами Топ Хайп, и по 10 признакам из этого выпуска вы точно сможете узнать, гений вы или нет. Кстати, у меня есть инфа для тех, кто хочет развить свой YouTube канал. Вам больше не нужно пиариться в комментах, да и это совсем неэффективный метод. Для тех, кто хочет быстро развить свой канал до миллиона подписчиков, я создал тренинг, который вам пошагово объяснит, как это сделать. Ссылка в описании. Признак номер 1. Вы очень поздно ложитесь и поздно просыпаетесь. Раньше такой тип людей называли совы, теперь же про них можно сказать гении. Именно такой признак гениальности называют исследователи из Лондонской школы экономики. Они утверждают, что люди, которые бодрствуют до поздней ночи или раннего утра, намного умнее тех, кто ложится спать рано. Признак номер 2. Ты сомневаешься в том, что ты гений. Здоровая способность сомневаться в себе может говорить о том, что вы умны. Как говорил греческий философ Сократ, «Я знаю, что я ничего не знаю». Эффект Даннинга-Крюгера. Умные люди менее уверены в себе, легче обнаруживают и исправляют свои ошибки и склонны считать других более компетентными. Признак номер 3. Вас приводят в бешенство люди, которые неаккуратно едят. Чавканье, набивание рта едой, плямканье губами в большей или меньшей степени раздражает всех людей. Но если вы готовы взорваться от злости рядом с таким едоком, то вероятнее всего вы гений. Согласно исследованию, гениальные люди очень чувствительны к звукам вокруг. Они воспринимают звуки намного острее всех остальных, так что дело не в несдержанности, а так проявляется гениальность. Признак номер 4. У тебя хорошее чувство юмора. Исследование на тему того, как мы воспринимаем привлекательность, обнаружило, что люди, получавшие высокие баллы в тестах на абстрактное мышление и вербальный интеллект, также лучше шутили, что в свою очередь делало их более привлекательными. Признак номер 5. У вас серые или карие глаза. Об умении нестандартно мыслить говорят не только ваши поступки и суждения, но и цвет глаз. Джоанна Рофф, почетный профессор университета Луисвилля в штате Кентукки, пришла к выводу, что люди с серыми или карими глазами мыслят глубже и шире по сравнению с обладателями глаз других цветов. Рофф говорит о том, что такой вывод был сделан в ходе научных наблюдений. Признак номер 6. Ты любишь алкоголь. Ряд исследований связывают высокий уровень интеллекта со склонностью пить больше спиртного, чем большинство людей. По результатам исследования, проведенного в 2016 году, выпускники университетов по мере взросления начинают больше пить, в сравнении с теми, кто в вузах не учился. Признак номер 7. Машинальное рисование – это ваше любимое времяпрепровождение. Известно, что машинальное рисование – прекрасное средство от стресса. Но то, что механическое черканье ручкой или карандашом по бумаге – признак гениальности, стало известно совсем недавно. Эксперты утверждают, что люди, склонные к механическому или автоматическому рисованию, обладают более высоким IQ. Дело в том, что механическое рисование – это желание мозга проявлять активность, а чем активнее работа мозга, тем умнее и неординарнее личность. Так что в очередной раз, размалевывая странички, помните, что ваш мозг трудится над новой гениальной задачей. Признак номер 8. Ты больше любишь кошек. Любители кошек менее общительны, чем любители собак. Однако исследование говорит о том, что те, кто предпочитают кошек, получают больше баллов в тестах на ум и качество личности. В исследовании приняли участие более 600 студентов университета. Кстати, в описании у меня есть ссылка на бесплатный сертификат на 10 000 рублей для подписчиков канала Топ Хайп. Признак номер 9. Вы склонны много раз прокручивать одни и те же ситуации и продумывать варианты. Если по вечерам вы не можете заснуть, мысленно обдумывая все негативные ситуации за день, и с каждым разом вы видите все более мрачную картину, то вы не пессимист, а гений. Веселые и беспечные люди по определению не размышляют о проблемах, и поэтому находятся в более невыгодном интеллектуальном положении по сравнению с личностями невротического склада, объясняет профессор Адам Перкинс, эксперт в области нейробиологии личности. То, что внешне проявляется как индивидуальное восприятие действительности и фантазии, внутренне объясняется спонтанной активностью мозга. Чем выше активность, тем к большей степени размышлений и обдумываниям вы склонны. Признак номер 10. Вы часто ленитесь. Люди, склонные к лени, умнее тех, кто ведет более активный образ жизни. Это доказали ученые из университета Флориды. Они обнаружили, что люди с более высоким уровнем интеллекта не так легко поддаются скуке, из-за чего они способны проводить много времени неподвижно, находясь в своих мыслях. Вывод такой: мне нужна физическая нагрузка для того, чтобы стимулировать работу своего мозга. Напишите в комменты, сколько признаков из 10 у вас совпало, и ставь лайк, если всегда догадывался, что лень – это признак твоей гениальности.